Добрый день, в эфире Алато Лайв, в студии работает Жолдош Исаков. Сегодня День Конституции. Ровно 30 лет назад, 5 мая 1993 года, был принят первый вариант основного закона. В своем обращении к народу президент страны сегодня отметил важность Конституции. Цитирую: «Каждый гражданин Кыргызской республики должен хорошо знать дух и значение нашей Конституции. Только уважая основной закон, соблюдая его правила, понимая его ценности и суть, мы будем чтить нашу страну, нашу родину, ценности кыргызского народа и сможем добиться развития государства, единства общества, мира и спокойствия». Конец цитаты. И о важных уроках истории за прошедшие годы и развитии государства мы поговорим с нашим гостем, доктором экономических наук Куанычбеком Идиновым. Куанычбек Айыпович, добрый день, с праздником вас. Какие эмоции испытываете сегодня в День Конституции? Такой праздничный, волнение, ожидание и в каком-то аспекте гордость, что мы приняли вот эту первую Конституцию Кыргызской Республики. Там друг друга увидели, обрадовались. И потом сегодня президент тоже очень хорошо выступил о сути общей Конституции, в том числе роль вот первой Конституции, которую начал как бы реальный суверенитет нашего государства молодого. Вот и за 30 лет, значит, произошли несколько изменений. Несколько раз, значит, изменилась и Конституция, соответственно, но фундаментом, основой остался вот первая Конституция, которая была принята легендарным парламентом. Потом ее она называется легендарным, потому что впервые они приняли такой Конституцию уже суверенного Кыргызстана. Государствообразующий документ вообще. Совершенно верно. Это как бы Библия этого государства. Вот, как Библия государства. Почему? Потому что в нем определяется роль каждого человека, в принципе, его, значит, благополучие, суверенитет даже самого человека, и потом, значит, роль государства, взаимоотношения. И это практически договор или контракт между народом и правительством, скажем так. Потому что власть, с одной стороны, их избирает народ, но тем не менее власть что должен делать для того, чтобы развивался не только государство, а и весь, значит, как говорится, граждане этого государства стали лучше жить в мире на земном шаре, стать один из передовых государствах земного шара, вот, его самостоятельность, и особенно его суверенность. Суверенитет. Почему? Потому что не подчиняться кому-то, кого-то слушать, а делать свое дело по своему направлению, потом традициям, вот тысячелетней более истории нашего народа, вот как были каганаты, как там развивался, как в составе Советского Союза, и как сегодня самостоятельное государство решает свои задачи в пределах даже вот мирового сообщества народов и государств. Вот в мире где-то около 200 государств, которые являются... Да, наша страна член Организации Объединенных Наций, по всему миру. 196-й, как раз ему где-то сейчас более 180 государств мира нас признали целиком полностью, если мы имеем практически даже дипломатические отношения, связи, не говоря уже о значит, бизнес-сообществах и экономических взаимоотношениях. Поэтому первоначально его как бы реального, научно обоснованного и определенного, по каким законам и по каким, значит, правилам будут развиваться эти государства, она ясна и всем народу, и нам тоже. И тем самым мы, как говорится, развиваемся равноправным. Голос в Организации Объединенных Наций, наш голос, что Америка, что Россия, да, что Китай, одинаково, один голос. Вот это и есть большое достижение кыргызского народа, который когда-то могли вообще-то терять себя. Сколько где-то 40 государств, которые жили в наше время вместе с кыргызами, многие уже ушли, там, кто в состав других государств, кто там отошли, а вот которые сохранились из тех государств, один из них является вот Кыргызская республика. В этом и как бы основная суть и победа в каком-то аспекте. Вот когда развалился Советский Союз, благодаря буржуазию, российской буржуазии в первую очередь, конечно, победила буржуазная революция, но нам повезло, что каждый из нас стали самостоятельным государством. Да, в этот момент очень важно было ухватить птицу удачи, да? Совершенно верно. Вы знаете, и более того, нам что удалось, там, значит, группа ученых, юристов, экономистов,
обществоведов, политологов, всех там собирали, такой группа, которые работали вместе с депутатами, я тоже был членом Президиума Верховного Совета тогда, и отрабатывали прямо каждый пункт, притом исходя из наших традиций. Традиции народа, как раньше киргизы там, значит, в условиях не имели такой письменной, допустим, конституции, но были общие такие правила, общие законы, по которым развивалось государство. Кстати, вот нашим в каком-то аспекте своей национальной Библии является, допустим, Епос Манас. Он показывает, как сохранить Кыргыз и кыргызское государство, как формировать государство. То есть, как его надо беречь от внешних врагов, от внутренних врагов. Все это обеспечивается в Епос Манас. Она, как бы через Епос Манас, народ вкладывал, как говорится, свое суждение. Все это потом реалистически было реализовано, когда мы уже стали, скажем, суверенным государством. И первая такая письменная конституция, если не учесть в составе Советского Союза, самостоятельная конституция, потому и она является новым началом, значит, нового суверенного государства, который тянется там несколько тысяч лет по своей истории. В этом аспекте его особая ценность, и почему и сегодня президент тоже это подчеркнул, насколько мы должны его беречь, и когда должны в соответствии с жизнью там меняется, но тем не менее тот фундамент, от которого идет от Епоса Манаса, вот начиная от самого Манаса, который идет кыргызский народ, как сохраняет себе среди других народов земного шара, и как он развивается, и какова должна вот перспектива этого государства. Все это в каком-то аспекте, значит, написано в этой конституции. Потому она, его роль, значит, особо важная, потому что она первоначально поставила фундамент такого нового суверенного государства Кыргызстана, понимаете? Да. Вот вы получили свою ученую степень доктора наук в тот же год, в 93-м. Да, 93-м. Да, когда была принята Конституция. Да. Удивительный факт. И вот хотелось бы у меня к вам вопрос, и хотелось бы узнать от вас, как народ тогда воспринял вот принятие этой Конституции. Вы помните настроение в обществе? Конечно. Вы знаете, мы же тогда еще находились не так, как сейчас парламент собирается, в одном как-то с кабинете сидят, постоянно работают. Мы работали на местах. Я был тогда депутатом от Исыкульского района, Исыкульской области. И потом, значит, вот все там, что происходит, мы же там почти практически каждую неделю, особенно когда обсуждали Конституцию, ехали себе и по селам собрали вот такой, какой, и все их такое живое обсуждение было. Живое обсуждение. Почему там сегодня президент сказал, где-то более 1 миллион человек участвовал в этом в обсуждении вот первой Конституции. Потому что 1 миллион человек, они выдавали свою идею. Каждый высказывал, допустим, в каждом хозяйстве, в каждом сельском совете подходы. И условно посредниками между властью и народом были вы, как народные представители. Да. Вот в этом и особенность, видимо. Потому что вот она была ежедневно связана со своим избирателем. Мы были такие. А что предлагал народ в тот момент, помните? В первую очередь, как создать, значит, как улучшить их условия жизни. Права человека это само по себе. И отношения властью. Как ликвидировать, ну, скажем, советский период тоже был такой бюрократические элементы, вот, что-то решат, вот, как их надо сделать. Бюрократия, конечно, должна работать. Вы имеете в виду, как реформировать вот эту властную структуру, систему, да? Чтобы она работала эффективнее? Начиная от айлёк-мөтü, допустим, тогда сельский совет, начиная потом районное управление, потом областное управление, потом управление министерства, потом, значит, уже государством, там государство есть 3 ветви, допустим, судебная власть, парламентская власть, то есть избирательная и законодательная власть, и исполнительная власть. Вот трое. У нас тогда во главе стоял президент. Он был как бы арбитром между тремя. Да. Вот, первая конституция получился так, хотя это была парламентская власть, все вопросы президент согласовал с парламентом решение. Поэтому он, с одной стороны, был как бы арбитром между тремя властями. Но прямо сам ни за что не отвечал. Отвечали в первую очередь правительство. Часто, знаешь, что аппарат правительства и аппарат президента, как говорится, цеплялись. А сейчас лучше стало, потому что мы пришли, вот так постепенно шли, в конце поняли, вот это после Октябрьской революции, вот последним концом, что президент берет на себя полную ответственность за исполнительную власть. То есть он как раньше, если что-то плохо, не собирает, как говорится, не направляет как бы это вина правительства, правительство. Нет, он берет на себя на свои руки.
И то, что объединили, значит, администрацию, допустим, скажем, президента и администрацию, аппарат правительства в одно целое, это огромное наше достижение. Кстати, вот за 30 лет мы еле дошли до этого. Вначале тоже предлагали такой вариант, но тогда наш президент чуть-чуть тогда я буду бегать и работать по всем хозяйственным вопросам, а тут чисто государственные, международные отношения, никогда я буду в таком аспекте. А вот в этом аспекте мы тоже согласовали, потому что мы еще незрелые были. А постепенно вот эти 30 лет мы созрели, представляете? А сейчас уже более такой компактный у нас получился Конституция по сравнению с тем, что мы приняли. Тогда все вопросы согласовали через нас, через парламент. Вот, вопрос. Поэтому практически она была парламентская республика и парламентский, как говорится, парламентская власть была. А потом поменялись, когда парламент начали избирать через партию, а партию надо, чтобы платить. Сейчас из простых людей никто не может избрать, когда через партию идет. У кого деньги, тот депутат. Да, это вот говорили вот так, да. оппоненты той системы, той конституции, которая была принята после 2010 года. Что можно было бы, как вы думаете, если предположить, что бы вы могли бы предложить из той конституции, первой, которую можно было бы предложить внести в эту конституцию, условно мы обозначим, что было вот того хорошего, что вот мы сейчас сказали о преимуществах нынешней конституции, вот преимущество той конституции, первой, как вы сказали, которая была принята, на самом деле, не зрелым обществом, на самом деле, но какое рвение было, какое желание. Самое главное у нас была дружба между парламентом и правительством. Вот это очень важный момент. Судебная власть как бы она по законам идет, как Конституция, она как бы в полном смысле. А здесь уже законодательная, исполнительная. Да, законодательная, исполнительная власть, вот у них не должна вот такое трение, как иногда у нас случается, допустим, или потом случались. А мы, хотя парламентом все вопросы решали совместно. То есть в комитетах, значит, парламента обсуждали те вопросы, которые, допустим, решает правительство, он представляет, потом мы обсуждаем, совместно приходим к одному выводу, потом это решение правительства себе уже своим постановлением утверждает и, как говорится, начинает воплощать в реальную жизнь. В этом аспекте вот эти сотрудничества, честно говоря, даже дружба между исполнительной властью и законодательной властью, вот это можно было оттуда сейчас взять на себя. Чтобы между парламентом и правительством, парламент, конечно, начинает там критиковать от имени народа и так далее, но эта критика должна объективной, аргументированной, но вот эту критику, чем, допустим, вытащить на эфир, можно обработать с соответствующими отделами и правительством самой, как будет лучше. Вот такой лучший вариант. Более тесное сотрудничество между ветвями власти. В комитетах. Просто вот так обсуждали, вы предлагаете вот так, мы предлагаем вот так, а наши избиратели вот такой предлагают. Вот этот момент и просто... прийти к какому-то единому решению. Потом приходит, тогда легче, и через правительство хорошо проходит, и противоречия между правительством и между парламентом не будет такой, значит, кто у нас такой... Противостояние. Да, сильнее в таком аспекте начинает. Такого по идее, не должно. Она не обязательно должна, допустим, выходить на всю массу. Лучше все эти вопросы можно решать сидя, обсуждать и так далее. Вот такое решение. И они вносят, мы утверждаем, и все довольны, как говорится. И она реализуется легче, потому что мы с людьми постоянно работаем. Вот это тоже очень важный фактор. Вот что можно было взять из нашего сегодняшнего дня, да? Чтобы депутаты, хотя бы месяц один раз выезжали на места. Да. Не обязательно только своим избирателям, не только на избирателям. Вот даже каникул тоже не получится, потому что как поедешь, у тебя начнут там по месту, вот такие вопросы решают, очень много там и так далее. Вот это даже под видом каникулы, или как там называют, просто поезжать и не только свои округа. Тогда наша беда была в том, что вначале, что мы только свой округ каждый начал толкать. В этом была ошибка. А потом мы договорились, давай, вы поезжаете к нам, посмотрите условия какая, допустим, в Високутском районе, допустим, самый лучший, а в Джумгалском районе, допустим, худший состояние. В чем преимущество, чтобы развить уровень такой? Да, вот такой вопрос можно обсуждать. А тогда будет легче в каком аспекте? И для государства хорошо, и для страны хорошо, и главное, самым избирателям очень приятно. И очень приятно между исполнительной властью и депутатами взаимоотношения. Они вместо того, чтобы... Устраивать правильные взаимоотношения. Да.
То есть они становятся друзьями, вместе решать эти вопросы. То есть одна команда. Сообща. То есть государство должна вот одна команда, единая, представляете? Вот. Президент страны сказал, что только уважая основной закон, сможем добиться развития государства. Как вы понимаете эти слова? Это, вы знаете, это главное. Это сказать, если мы современным языком, да, Конституция – это наш Бог. У Бога есть, вот как, ну, не делай то, не делай то, да, так далее, да, то есть, да, или в шариате, там, или где-то там, в Библиях тоже, в Коране, допустим, вот такой же. Свод правил и законов. Да, свод государства. Если него нарушаешь, ты уже выходишь из этой игры, из этой жизни. Поэтому этого не было, надо каждый, начиная вот как 18 лет, как стал гражданином, и до конца своей жизни, ты должен вот по этой Конституции никуда не уходить, потом, и что-то ты делаешь. Иногда бывает законы не то. Его надо менять в зависимости от состояния людей и состояния, значит, и указания Конституции. В любой ситуации, вот как указано в Конституции, вот так и должна идти взаимоотношения между властью и народом. И у населения друг с другом. Все вопросы решат, не выходя из, как говорится, вот этой границы Конституции. Вот это самое главное. В этом аспекте это как бы действует для нас это Библия. Каждого государства своя Библия. Как у него свои особенности. Основополагающий документ вообще всего государства. Совершенно верно. Который декламирует права человека, обязанности и так далее. Да. С него выходишь уже, это начинается революция от чего? Когда ты от него начинаешь выходить. Уже народ чувствует, что они уже не работают, а где-то там начали там, ну, одни богатые собрались, давай деньги будем делать, и всех закрывает глаза, давай вот так далее, как называется сейчас у нас. Ну, современная буржуазия начинает там остальное там, кому работает, кому-то. Да, даже если тебе не нравится сотрудник, который у тебя работает, ты должен его воспитывать. Вот в пределах, значит, нашей Конституции. Не нарушать его конституционные права. Да. Не просто не выгонять на работу. Закон. Да, а потому что не просто выгонят, а решат вопрос, почему ты его освобождаешь, по какой причине. Для этого есть свой закон, там, по трудовому кодексу. Да? То есть, вот, пожалуйста, и она не должна, у него есть право. Что ты богатый, что ты бедный, все равно у вас право одно. Вы одно и тот же человек для нашего государства. Хоть ты министр, хоть ты там дайхан, права одинаковые. И вот в завершении хотел узнать, какой путь прошла наша Конституция вот за 30 лет. Мы часто ее критикуем. Президент тоже отметил, что она, да, часто менялась, иногда в угоду некоторым правителям, иногда вот по реалиям, которые уже надо учитывать, не учитывать нельзя. Какой путь прошла Конституция и какой путь вместе с Конституцией прошел наш народ за это время? Вкратце желательно. Мы прошли тернистый путь, наша Конституция. Вначале была парламентская республика, потом президент сказал, я оказываюсь без власти. Я помню, даже Аскар Акаевич говорил, я даже не могу назначить этого посла в какую-то страну без согласия парламента. Парламент будет против, я вынужден другого в таком аспекте. Поэтому давайте его право увеличить. Вот так увеличили и пришли сейчас к оптимальному варианту. Когда президент берет на себя все полностью исполнительные власти. То есть она как один из ветвей властей и за все конкретно отвечает. Я буду отвечать за вот и в то же время власть. В то же время он как президент, глава государства, какие законы надо делать, он уже имеет право. А то мы дошли до того, что мы потом убрали с президента это право написания закона и его внести на парламент. Потому что, говорит, он под себя делает каждый раз, каждый президент приходит, начинает под себя делать, мы у них эти права вообще убрали. Было такое тоже время. То есть мы вот такой через тернистый путь пришли, и сейчас вот на современном этапе пришли к тому этапу, когда мы можем уже более свободно развиваться. То есть Конституция у нас уже определена. Если по ним будем работать дальше, вот так, как сейчас мы работаем, и успех будет у нас обеспечен как в экономике, так и в социальной жизни. Самое главное — следовать Конституции. Совершенно Это верно. самое главное. Совершенно. Спасибо за ответ.
Сегодня День Конституции. Ровно 30 лет назад, 5 мая 1993 года, был принят первый вариант основного закона. Президент страны сегодня особо отметил важность Конституции. Цитирую: «Каждый гражданин нашей республики должен хорошо знать дух и значение нашей Конституции. Только уважая основной закон, соблюдая его правила, понимая его ценности и суть, мы будем чтить нашу страну, нашу родину, ценности кыргызского народа и сможем добиться развития государства, единства общества, мира и спокойствия». Конец цитаты. И о важных уроках истории за прошедшие 30 лет и развитии государства мы поговорили с нашим гостем, доктором экономических наук Кубанычбеком Идиновым. Мы его благодарим. Спасибо, что были с нами. До встречи.